13 октября отмечается День работника сельского хозяйства. Минсельхозом республики сельхозпроизводителям района было выделено в этом году 1600 тонн. С какими результатами аграрии подошли к профессиональному празднику? Главная задача – обеспечить бесперебойный процесс получения молока. Аппараты после каждой дойки моют, чтобы так? О молочных рекордах и тонкостях работы на ферме ЮВТ-24 узнал из первых уст. В центральной мечети провели благотворительный ужин. Нам очень приятно находиться вместе с вами и разделять эту трапезу, потому что вместе всегда теплее, вместе всегда уютнее. Здесь каждый день молятся за тех, кто сейчас на фронте. Стихи известных авторов и свои произведения зачитали в Лениногорской библиотеке. Ты защитник великой страны. Я молюсь за тебя, мой хороший. Как же нужен нам мир без войны. Пусть Господь вам, ребята, поможет. На русском, татарском и чувашском поэтическая акция «Мы вместе». В эфире новости Юго-Востока Татарстана, в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту получения травмы ребенком в Альметьевском спорткомплексе. Как сообщает информационный центр ведомства, руководителю Татарстанского следкома Валерию Липскому поручено доложить о ходе расследования. Напомним, что на двухлетнюю девочку упал железный стол. Все случилось, когда родители заполняли документы. Сотрудники спорткомплекса оказали первую медицинскую помощь пострадавшей. В больнице у ребенка диагностировали перелом фаланги пальца. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Альметьевский суд помог хозяйке гаража признать ее право собственности. Как сообщили в пресс-службе суда, участок земли под застройку получил ее брат. Он же построил гараж и оформил его на сестру. Однако женщина не смогла зарегистрировать право собственности на строение в установленном законом порядке из-за ошибок в правоустанавливающих документах. После изучения материалов дела, с учетом того, что построенный гараж не нарушает права третьих лиц и нет предписаний о его сносе, суд удовлетворил исковые требования. На улице Ленина произошло необычное ДТП. В стоящий на светофоре автомобиль влетело колесо от автобуса. Маршрутка потеряла важную деталь прямо во время движения. Участники аварии сейчас ждут согласования со страховой компанией. Об этом сообщил сам пострадавший. По словам очевидцев, в автобусе на момент происшествия было много людей, а само колесо прокатилось мимо детей, и чудом никто не пострадал. Увеличили объем валовой продукции, успешно завершают уборку на полях, а посуточным надоем молока 12-е в республике. 13 октября отмечается День работника сельского хозяйства, и альметьевские аграрии подвели промежуточные итоги. На 20% по сравнению с прошлым годом вырос общий объем валовой продукции сельского хозяйства в Альметьевском районе. За 9 месяцев текущего года в денежном эквиваленте агропромышленный комплекс произвел свыше 1 миллиарда рублей. Выручка от реализации продукции составила более 800 миллионов рублей. Об этом руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия сообщил на общегородской планерке. Среднемесячная заработная плата на 1 октября 2024 года по району составила более 60 тысяч рублей. Это прирост к уровню прошлого года на 22%. На сегодняшний день задолженность по заработной плате в хозяйствах отсутствует. Подходит к концу сезон уборки на полях района. Урожайность в этом году составила почти 25 центнеров с гектара. На сегодняшний день обмолочено зерновых и бобовых культур почти на 40 тысяч гектаров. Аграрии уже готовятся к следующей посевной. На 2025 год запас семян составил 93%, а это больше 6,5 тонн яровых. А зимой высажены на 7 тысячах гектаров. Готовят к весне и почву. Зяблевую обработку пашни провели почти на 18 тысячах гектаров. Минсельхозом республики сельхозпроизводителям района было выделено в этом году 1600 тонн льготного дизельного топлива из расчета 20 кг на пашню и дополнительно 20 кг на площади картофеля. На текущую дату перебоев с топливом не наблюдается. За 9 месяцев накопление дизельного топлива составило 1500 тонн. В хозяйствах района содержат больше 5000 голов крупного рогатого скота. Альметьевск занимает 12-е место по республике по суточным надоям молока. Одна корова дает за день порядка 24 литров. Мясо скота и птицы произвели 586 тонн. На 7 октября, что касается заготовки кормов, заготовлено хозяйствами более 5000 тонн сена, более 21 тысячи тонн сенажа и на сегодняшний день 6500 тонн силоса.
В этом году обновили сельхозтехнику, продолжили освоение неиспользуемых земель, в животноводстве внедряют цифровые технологии, реализуются бизнес-проекты грантополучателей. Наградили передовиков уборочной компании. В планах на 2025 год увеличить урожаи, надои, поголовье скота, закупить энергонасыщенную технику. Марина Юрина, новости Юго-Востока. Научилась доить 8 лет, а сегодня она одна из лучших операторов машинного доения молочной фермы имени Токарликова. Светлана Мингалимова показала нашей съемочной группе, как работают современные доярки. Аппараты после каждой дойки моются вот так. Рабочий день оператора машинного доения Светланы Мингалимовой начинается с подготовки инвентаря из своего рабочего места. Ее главная задача – обеспечить бесперебойный процесс получения молока. После того, как коровы проходят сюда на свои места, сначала им обрабатывают вот этим средством соски, спускают по 3 струйки, чтобы проверить, нормальное ли молоко. Далее включается вот этот аппарат и начинает работать вакуум. Вот это присоединяется к каждому соску вот таким образом. После окончания доения эта штука сама отваливается. Оператор ее выключает и обрабатывает соски вот этим вот средством. Молоко, которое доится, поступает отсюда прямиком, они называют их танки, в холодильник. Привычное название профессии доярка в прошлом. Весь процесс автоматизирован. Хотя доить руками Светлана умеет. Научилась, когда ей было 8 лет. Ее бабушка всю жизнь проработала дояркой. Главное в этом нелегком труде – любить своих буренок. Да. Это уж как у меня натура, наверное, такая. И дома, потому что так разговариваешь с ними, ласкаешь их. Это человек, наверное, по натуре такой должен быть. На молочной ферме имени Токарликова Светлана работает 5 лет. Приезжает на вахте, так как сама из деревни Савалеева. Производство тут солидное – 930 голов скота. За один день общий надой в среднем составляет 29 тонн. Рекорд поставили в ноябре прошлого года – надоили 31 тонну. Есть личные рекорды и у коров. Так, в прошлом году одна из них дала 80 литров молока за день. В планах хозяйства увеличение поголовья до 1070 голов. Для этого завезли 198 голов нетелей из разных регионов страны. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока. Подписка на газеты «Знамя труда» и «Альметта Нары» станет отличным подарком для ваших близких. Тем более, сейчас это можно сделать со скидкой. Почта предлагает специальные цены. А если хотите, чтобы свежие выпуски приходили в пункт выдачи возле вашего дома, оформите альтернативную подписку в редакции. Офис редакции расположен на улице Пушкина, дом 64. Подробности можно узнать по телефону 44 05 88. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости, вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. В центральной мечети провели благотворительный ужин. Здесь каждый день молятся за тех, кто сейчас на фронте. Стихи известных авторов и свои произведения зачитали в Лениногорской библиотеке. На русском, татарском и чувашском прошла поэтическая акция «Мы вместе». В центральной мечети прошел благотворительный ужин для семей погибших бойцов СВО. Организатором выступил Альметьевский мухтасибат. В зале собрались 12 семей, родители и жены военнослужащих. Перед трапезой имамы и гости совершили совместную молитву. Священнослужители отметили, что каждый день в намазе просят за тех, кто сейчас на фронте. Одна из стоматологических клиник города подарила семьям погибших солдат сертификаты на свои услуги. Нам очень приятно находиться вместе с вами и разделять эту трапезу, потому что вместе всегда теплее, вместе всегда уютнее, комфортнее и приятнее. Поэтому Бигзур Ахмад Сизгай. И к новостям Юго-Востока. Марат Герфанов, руководитель исполкома Лениногорского района, провел выходные с движением первых. Вместе они посадили деревья на аллее первых, за которыми будут ухаживать в дальнейшем. Вместе с руководителем района деревья сажали и двое альметьевцев, кандидаты на должность регионального председателя Совета первых Лика Молдованова и Тимур Турсунов. Марат Герфанов работал в Альметьевском исполкоме 17 лет. Сначала был заместителем начальника отдела строительства и связи, затем возглавил этот отдел. В 2012 году был назначен руководителем исполкома Альметьевского района.
Патриотические стихи, песни и вера в победу. В Лениногорской центральной библиотеке прошла поэтическая акция в поддержку российских военных под названием «Мы вместе». Ее организовали ветераны управления образования. Как они помогают бойцам, расскажем в сюжете. Пока с нами рядом Господь, и истина с нами. В зале библиотеки ветераны педагогического труда, представители патриотических организаций, волонтеры, студенты. В их единении моральная поддержка боевого духа тех, кто сейчас на передовой. Встречи клуба «Поэтическая гостиная» Совета ветеранов управления образования проходят второй год. В прошлом году у нас было 2 заседания, в этом году вот это первое заседание, и мы решили посвятить его как раз актуальной теме теперь, очень которая наболевшая тема, потому что все желают мира, все желают, чтобы наши скорее победили, чтобы скорее пришел к нам мир. Антонида Саушкина из деревни Новая Сережкина, член Российского и Чувашского союзов писателей. Женщина 42 года проработала в образовании, выпустила сборник стихов на русском языке и готовит к выходу книгу на чувашском. 4 ее односельчанина сейчас находятся на передовой. Последний подписал контракт совсем недавно. Ты, Родины, защитник, воин, и славы, восхищения достоин. Тебе сегодня трудный выпал путь, нас защищая, подставляешь грудь. С мая прошлого года Антонида Саушкина сотрудничает с волонтерами группы «С любовью и молитвами», которую организовала ее ученица Эльмира Уламасова. В своей деревне Антонида Александровна собрала объединение добровольных помощниц, связавших уже больше 300 пар носков для бойцов. Я понимаю, что государство, не только государство обязано, мы тоже обязаны. И мы вместе с государством, вместе с правительством, вместе с учреждениями официальными, мы жители, пенсионеры и остальные, мы должны вместе приближать победу. Без нашей помощи невозможно это сделать. Солдаты ждут от нас помощи. Но куда же нам деваться? Сын Любови Исайкиной на передовой с июля прошлого года. С тех пор женщина решила, что должна помогать фронту, и стала частью волонтерского движения «С любовью и молитвами». Она шьет нижнее белье, постельные принадлежности, делает сухой душ и многое другое. Когда у меня первый раз сын пришел в отпуск в декабре месяце прошлого года, я его привела в нашу команду. Он был удивлен всей нашей командой. Вот. И он тоже принимал участие на погрузке гуманитарки. Участники акции трогательно читали стихи известных авторов о войне. Произведения собственного сочинения на русском, татарском, чувашском языках. Звучали и патриотические песни. На экране транслировались видео с фронта. Ты защитник великой страны. Я молюсь за тебя, мой хороший. Как же нужен нам мир без войны. Пусть Господь вам, ребята, поможет. Не остались в стороне и будущие учителя начальных классов, студентки первого курса. Колледж, в котором они учатся, тоже помогает бойцам. Я считаю, что важно быть патриотом своей страны, важно защищать свою родину, важно иметь какую-то информацию историческую в своей стране, также идти с этим в будущее и достойно сражаться за свою страну. Участники зачитали письма героям. Их написали воспитанники детского сада номер 14. Скоро эти послания вместе с очередной партией гуманитарной помощи отправятся на фронт. Когда тебе будет тяжело и трудно, ты вспомни свой дом. И нас, своих друзей. А еще семья ждет тебя, а верные друзья сражаются рядом. Военнослужащие на передовой не забывают о своих творческих увлечениях. В перерывах между боевыми задачами солдат из села Куакбаш написал песню, в которой выразил свои чувства и решимость защищать страну. Наталья Лакомкина, новости Юго-Востока. Из каких материалов лучше сделать кормушку для птиц и какие саморезы лучше использовать? Теперь знают ученики Бавлинской 7-й школы. После урока технологии ребята отправились искать подходящее место для своих изделий. Где же расположили лесные столовые и чем их наполнили, рассказываем в следующем материале.
Ученики в сопровождении классных руководителей пешком пришли на лесную поляну. Там их ждал руководитель районного отдела по государственному надзору в сфере животного, растительного миров и особо охраняемых природных территорий Азат Миназов. Для того, чтобы ребята знали, какие посетители чаще всего прилетают к кормушкам в Бавлинском районе, чем они любят полакомиться, он провел познавательную беседу на опушке леса. Учащимся также было интересно, какие дикие животные обитают в бавлинских лесах. Наша организация, которая называется Комитет по биологическим ресурсам Республики Татарстан, проводит акцию по подкормке животных и птиц, в том числе и птиц. У нас какие звери обитают в наших лесах, вы, наверное, знаете. Если не знаете, могу напомнить. У нас из самых таких копытные, самые большие, это лоси, это косули, кабаны. По словам участников акции, благодаря экологическим мероприятиям птицы будут знать, где их ждет обед. Ученики также охотно поделились, как они смастерили кормушки для птиц. Эту кормушку мы сделали с классом на уроке технологии. Учитель технологии подсказывал, как ее лучше сделать, и из каких материалов, и саморезы какие. А что больше всего любят птицы? Какие корма? Они любят пшеницу, рожь, овес и многие другие корма. Сегодня экологическая акция кормления птиц. Мы сделали кормушки. С кем сделали вот эту красивую кормушку? Я с мамой и папой. Я сделала с папой кормушку. У меня есть еще одна такая кормушка, она у меня в комнате. Зимой повесите, да? Да. Самое интересное для школьников – найти удобное дерево и повесить туда кормушки. Ребята их привязывали к деревьям, чтобы они не шатались на ветру. А кормушки заполняли сразу же и кормом для птиц. Основные корма – семена подсолнечника, отруби, пшено, семечки арбуза, тыквы, крошки белого хлеба, сушеные ягоды шиповника и боярышника. Такие экологические акции проводятся ежегодно. Учащиеся школ города и района с удовольствием присоединяются к ним. Цель акции то, что побольше привлечь детей, чтобы они интересовались нашими животными, интересовались нашими птицами, потому что очень много можно у наших животных птиц учиться доброте, как они там ухаживают за своими детьми, как выхаживают, скажем, с весны еще. Весной тоже мероприятия такие проводим. Поход в лес для мальчиков и девочек не ограничился установкой кормушек. Для них еще была организована интересная и полезная экскурсия в лесу. Индира Сайфуллина, Булат Минязов. Новости Юго-Востока. За день он может проехать до 100 километров. Наши коллеги из Заинска провели день с молодым егерем Русланом Ахметяновым. Задача хранителя леса – следить за состоянием лесов круглый год и в любую погоду. Борьба с браконьерством, подкормка диких животных – все это на плечах сотрудника охотхозяйства. Самое интересное – смотрите в сюжете. Площадь охотхозяйства 22 тысячи гектар, из них полевые 8 тысяч гектар, 13 тысяч лес и 2 тысячи водоем. Он знает каждую сотку земли. Владение Карамалинского охотхозяйства Руслан Ахметянов объезжает ежедневно. Спидометр его вездехода в день наматывает до 100 километров. Следить за состоянием лесов круглый год и в любую погоду – задача не из легких. Но любовь к природе, привитая отцом в детстве, стала смыслом жизни для молодого егеря. В детстве с отцом постоянно в лес ездил. Отец вот занимался охотхозяйством, сейчас также занимается охотхозяйством. Постоянно меня с собой брал. Мне это интересно было. И на данный момент до сих пор вместе мы совместно поддерживаем охотхозяйство. Работа егеря – это не только прогулки по лесу. Выявление нарушений и недопущение случаев браконьерства – одни из главных задач. Ну и, конечно, забота о диких животных, которых в заинских лесах большое количество. В наших лесах обитает лось, косуля сибирская, косуля европейская, зайцы, бурсуки, нотовидная собака, лисицы. Не за горами зимний период. Осень – время подготовки кормушек и солонцов для обитателей леса. Каждая из конструкций изготавливается в зависимости от вида животных. Пшеничку, рожь, ячмень. Вот здесь уже все подъели как раз. Сейчас насыпем новое. Готовим сено, зерно, подсыпаем на
косулины, солонцы, получается, кормушки. Веточный корм заготавливаем. Работа егерем подарила Руслану уникальную связь с природой. Он проводит часы, наблюдая за животными, слушая звуки леса. С детства научился различать следы животных, знать их привычки и повадки. Ага. Вот теленок подходил с мамкой, получается, вот маленький след направления копыта. Руслан Ахметянов не просто защитник природы, он ее голос и хранитель. Любимая работа наполняет его жизнь гармонией и дарит вдохновение. Эльмира Шабрина, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова. Новости Юго-Востока. А теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. В субботу, 12 октября, в Альметьевске будет ясно. Днем столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. Ночью температура опустится до -4. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске будет солнечно. Днем температура воздуха составит +2, +4. Ночью до -7 градусов. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Если не успели посмотреть выпуск сначала, заходите на наш сайт или на наш YouTube-канал. Там запись появляется сразу после выхода в эфир. Пишите в комментариях вопросы, пожелания к новостям. Для нас важна обратная связь. Также подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть везде. До скорых встреч в эфире.